должны помнить, я зимой здесь ночевал, показывал вам фильм, тоже очень давно уже было. Вот это верша, как бы тоже гниет, все. Как всегда, хлеб, сыр и чай. Выпотрошил глухаря, смотрите, сколько жира тут. Не знаю, кустики. Очень-очень много камушка. Листья там от брусники. Но ягоды, наверное, есть. Можно так рассматривать золотишко. Некоторые в южных регионах, кто живет, люди даже ни разу не попробовали еще вот эту ягоду. Я ем всю осень. А вон уже он, и ничего себе он бежит. Лучше, если... Но этот тоже, как слышали звук такой, он упал прям камнем. 2 года уже сюда не приходил. Это некоторым подписчикам изба знакома. Как бы стараюсь приходить по возможности. Это настоящая охотничья промысловая избушка на курьих ножках. Амбар вот-вот свалится. Уже немножко осталось. Вот смотрите. Эта ножка уже совсем сгнила. Так что лучше стороной проходить. В любой момент он может упасть. Вот тут такие верша, или как это называется, рыболовная снасть. Ну вот, отлично. Амбар без дверей. Хитрая дверь есть. Рассказывать, показывать не стану. Слева тут шкура лося висела. Медведи утащили. Такие дела. Здесь баня. Все заросло. Смотрите, подсад такой уже скоро ничего не видно будет. Баня тоже крыша. Как бы капает. Здесь старая изба была. Чолом зарокерка. Ух, как мне нравится в эту избушку приходить. Люблю. Чолом зарокерка. Ну вот, Антон, если смотришь, привет тебе. Опять я на избушке вашей буду отдыхать, чай попью и дальше в путь. Вот такой вот избушка. Ручей в этом году совсем мелкий, ужасно мелкий. Вот такие делишки, ребят. Раньше здесь промысловики на лодке до сюда заезжали, охотились тут, на этой избушке. А в этом году уже, вот я не знаю, везде дно видно. Но ручей большой, это вот ручей вообще капец. Огромный. Я до самого верховья, поэтому зимой ходил на лыжах. Там разветвления уже идут. Большой ручей, большой. Ладно, давайте зайдем. Я знаю, здесь охотники зимой были. Наши знакомые. Опачки, дверь закрыта. Я всегда открытым оставляю. Ну вот. Ну тут, в принципе, все по-старому. Ничего не изменилось. Между прочим, даже дров до хрена. Вон топор охотничий, колун. Все есть. Так. О, хорошо. Ну, мои бич-пакеты до сих пор еще висят. Не знаю, ребят, видите что-нибудь или нет. Под печкой все сыро. Ну, там уже вижу, щели появились. Вон там полностью уже начал этот угол гнить. Что все хана. Капец. Вот такая окошко. Не такие большие и темновато в избушке. Вот. А в остальном чистота, порядок. Матрас как висели, так и висят. Немножко мыши грызут, ну не видно вам. Там все вата
упало. Вот это бич-пакет я оставлял. Гостиниц. Зимой сюда приезжал. Не помню, уже на Буране или пешком. Зимний поход был. Вот. Так что давно я хотел сюда. В прошлом году не получилось прийти. Рюкзак пустой, ребят. Вот я шел вообще, потом никого не видел. С того места, где вот оставлял Рябчикова, глухаря. Окно разбито. Ну, там пленка была. Тоже медведи шалят, блин. Но особо, как бы, не скажу, что вот лезут в избы. Такого не было. Но здесь пока терпимо. Терпимо. И добротная печка. Бочка. Баня по-черному. Осы домик построили. Вот. Ну что тут, слабенько этот угол. Баннер, что вот был повешен. Вроде этого не было здесь. Лестницы. Вот этот угол. Все, хана. Начал гнить капитально. Ну, это хозяева пусть смотрят там. Что это им как бы нужен, не нужен эта изба, не знаю. Наверное, уже никому не нужно. И вот так я смотрю на эту избу, и сколько яиц так уже без хозяев. А раньше, блин, как тут, какая охота была. Вот здесь видно старая избушка. Добирались первоначально на веслах сюда. Моторов не было. Ходили на веслах, потом на лодочных моторах. И промышляли капканами, петлями. В общем, охота хорошая была. А сейчас все. Да и выгоды. Я просто не вижу выгоды. Вот как сюда сейчас придешь? Как? Реально. Хода нету. Пешком очень далеко. Я вот от избушки примерно 8 километров или 9 уже прошел. Ну, около 9. Вот. И считай, на рюкзаком ходить. Воды на ручье не остается. Должны помнить, я зимой здесь ночевал, показывал вам фильм. Тоже очень давно уже было. Вот это верша тоже гниет. Все гниет, ребят. Да. Время берет свое. Что не поделаешь. Смысла я не вижу тоже убирать отсюда. Или он полугнилой уже. Каркасный такой вот каркас сделан. И мелкая ячея ловили на хариуса. Ну, ловили и ели. Ничего такого я не вижу, что вот вершой ловят, там сетями ловят. Или еще какой-то снастью. Я ненавижу тех, кто ловит на электроудочку. Вот этих просто презираю и ненавижу. Честное слово, прямо говорю. И мне вот такая рыбалка не по душе. И ненавижу тех, кто вот этой электроудочкой ловит. Потому что все подряд говорят, там все подряд уничтожается от электроудочки. Вот. А вершу надо вязать, сделать, поставить. И ловится определенное количество рыбы определенного размера. А не то, что вот самые вот такие мальки от электроудочки все погибает. Вот так. Ладно, сейчас я буду пить чай. И еще идти очень-очень много. Время, не знаю. Быстро темнеет, блядь. Такое ощущение, как будто уже вечер. 11 часов. Реально уже надо сматывать удочки. Быстро идти. Раньше 2 раза дальше ходил. Ноги не носили меня далеко. А сейчас ноги уже не те, конечно. Да и толку я не вижу. Вот
такие большие расстояния ходить. Вот сегодня полпути прошел, повезло, а остальные путь вообще пустой. Да, и издалека там 15 километров на себе тащить, это нелегко. Хоть даже одного глухаря. Ну вот тут моя запись. В общем, в 23 году, 19 октября приходил. И сегодня 30 октября. Блин, не пишет. Цирела, наверное. Вот, запись тоже оставлю, что я здесь был. Кроме моей записи никто не пишет ничего. В общем, также напишу, что я здесь был. Все сыпется вот с этих спазов там. Ну, на улице, наверное, чай попью, там светлее. Сижу на улице. В общем, там темно и сырость. Дверь вот так щель оставил. Вот так закрыл. И полностью не закрою. Пусть продувает. Пусть дышит избушка. Плотно не надо закрывать. Как всегда, хлеб, сыр и чай. Вот такой обед. Сейчас немножко посижу и дальше пойдем. Все, чай попил. Собираюсь. Дальний путь обратный. Самое главное, я здесь побывал. Мне хотелось. Давно мечтал. Считай, уже 2 года. Обычно раз в год я сюда прихожу. Хоть зимой, хоть летом. Но не летом, а осенью. Не знаю. Посмотрим, что в будущем году будет. Может, зимой еще приду. А сейчас пока все, давай, избушка. До новых встреч. Встретимся еще. Надеюсь. Хочется зимой тут еще побыть. Посмотрим. Ладно. Сейчас по навигатору буду идти. Где-нибудь поймаю просеку и уже обратно по просеке буду идти. Как сказать, возвращаться. Хочется, можно и там побольше круг, но время, ребят, не позволяет, потому что смысла, во-первых, не вижу, ну и лучше пойду в сторону избы обратно. Я смотрю, смотрите, какие места тут тоже. И я вижу, что пни кругом. Кругом пни. Поголовно. Здесь, видать, тоже, может, послевоенных времен лес вырубали тут. А может, лесопункт. Не знаю, ребят. Но тайга здесь уже настоящая, хорошая. Все уже. Новый лес вырос. Не надо ничего вспахивать. Лес растет своей чередой. Дождь начался. Реально какой-то мертвый лес. Тишина, даже рябчиков нету. Вообще ничего нету, представляете или нет? Просто глухо. В одну сторону шел. Тишина. И здесь вот тоже иду. Блин, место-то идеальное. Глухариные такие места. В таких местах даже ток может быть. Прям вот смотрите, без подсада, без ничего, ровно все. И сколько пней. Вот видите? Да, здесь вырубка была. Вымахал лес уже. Капец. Вот, смотрите, диаметров 25, 18, 16, 13. Грудь я имею в виду. Тут примерно 25 сантиметров. Нормально. Ну, что-то птице не нравится. Вообще не нравится. Второй, вот позапрошлом году, в принципе, этот маршрут тоже я прошел. Тоже птицы не было. И в этом году, через год я прохожу, тоже тишина. Значит, смысла я не вижу дальше сюда ходить.
что-то не нравится птице. Да, но место шикарное. Как по парку хожу. Любо по такому лесу ходить. Где-то зачес должен быть. Просека. Вон там зачес какой-то. В общем, там болото большое, и здесь кругом болота. Раньше тоже старался за этим болотом ходить. Вообще взлетов не было, ребят. Капец. Просека, наверное, еще дальше где-то. Прям по болоту идет. Я обхожу. Сухое, везде сухо. Даже здесь. Ямы встречаются, и воды вообще нету. Как-то получилось. Я, короче, шел, видать, параллельно просеке. Потом здесь перешел и удачно вышел. Вон тут у нас глухарь с рябчиками. В общем, сейчас забираю и снова уже по навигатору буду ходить. Не по просеке идти, а пока по навигатору. Еще зигзагами пройду, еще одно место. Зайду, там не проходил еще. В разных местах проходил, но есть еще участки, где более-менее, где еще надо проверить, понимаете? Бывает, 200 метров не дойдешь, вправо повернешь или влево повернешь. А дальше еще интересно может быть. Выпотрошил глухаря, смотрите, сколько жира тут. Прям дофига. Вот это сейчас уже октябрьский глухарь. Вот, видите, что такое октябрьский глухарь, настоящий. Тяжело дается, но настоящая жирная мне. Ну, там потроха лисом оставил. Рассматриваю, чем он питается. Вот желудок, мелкие камушки вот тут. Здесь вижу какие-то вот, я не знаю, кустики. Очень-очень много камушков. Листья там от брусники. Но ягоды, наверное, есть. Можно так рассматривать, золотишко. Бывает. Время от времени попадается. Вот так вот смотришь. И вдруг золото. Хоп. А я и не вижу, ни разу еще не видел, что такое золото, и без понятия, как он выглядит. Вот так вот. Вот это желудок у глухаря. Смотри, сколько камушков. Выпотрошил, чтобы лишний вес не таскать. Блять, 1,5 килограмма. Это, как сказать, ну, я имею в виду кишки, наполненные всяким нехорошим. Вот чищенный желудок с размером рябчика этого глухаря. Смотрите, сколько мяса здесь. Вот. Очень вкусное мясо. Желудок у боровой птицы. Прям обожаю. Место здесь такое. Там чуть-чуть низина идет. И болота не крупные. Есть такие участки сырые. Слева, ребят, смотрите. Прям густой подсад. Но в каждом квадратном метре, наверное, 5 сосен там. И решил обойти вот так. Параллельно иду между вот этим лесом и этой стеной. Там смысла не вижу что-то искать. Открытое место, да, и ельника там тут тоже не оказалось. Первоначально лес такой хороший был, вдоль ручья. Ельник. Считай, сколько я уже иду, и в этом году ни одного оленя не видел, ни лося, и медведь еще не попадался на глаза. Здесь обзор большой, издалека вижу. Прям 300 метров хорошо я вижу. Никто не мелькает. Отдыхаю. Снял рюкзак.
Вон. Все-таки касательно подошел к болоту. Об этом я и говорил. Стороной шел, и вот здесь уже край. Вот тут. Вот здесь буду обходить. Наверное, где-то пересекает это болото средняя просека. Потом по просеке, по средней можно идти. Сейчас, ребят, пока шел, но каждый раз тоже не включаюсь. Пока шел, поднял. О, черника еще до сих пор есть. В общем, куропатка одна поднялась. Белая. Вообще, серых перьев уже не осталось. Белая, как первый снег. И еще в одном месте, вот, видите, вот сосновый лес. Не ожидаешь ничего. На каком дереве кто может быть. Так резко так. 3 штуки. Я 3 только видел. Может и 4 или 5 было. Я 3 штуки косачей видел. Тетерки косачи. Хитрые они вообще. Жуки такие. Вот знаете, вот вообще не жалко даже и этих тетерок. Самок. Просто так их. Просто ты их нет под выстрел мало когда к ним подойдешь. Всех. И они, в общем, взлетели. Кто куда. Одна штука влево и остальные вот вправо. Может где-то в стороне болота там сели, я не знаю, ребят. Густой лес. Как вспышка, пуф, и улетели, и все. Их больше не увидишь. А в остальном все, больше ничего нет. Глухо. Помните, я сейчас рассказывал сегодня с утра, как мы с Айдой встречали место, где, возможно, берлога медведя. И вот я по краю этой сосной рощи шел. Именно какая-то роща, непроходимая. И возможно, вот расстояние где-то полкилометра на полкилометра, такой квадрат. Прям, я не знаю, вот дерево на дереве. И возможно, где-то он там и замаскировался, а берлогу себе тогда и сделал. Я не знаю, в каких местах они выбирают берлогу, делают, открытых, в старых вырубках. Я знаю, что слышал, там наши мужики говорили, это старые муравейники, под муравейник даже делают. Но оно все-таки делает в тех местах, где более недоступны для человека будет. Маскируются, прячутся. Может, где-то вот тут тоже и есть он. Нормальное расстояние тут прошел уже тоже. Поэтому и сел отдохнуть. Сейчас немножко пусть спина отдохнет и дальше пойдем. Вот так включился, немножко рассказал. Тоже не мой фильм, снимать тоже не в моем. Понятное дело, со стороны так посмотришь, одна вода, так напишут. Но и тоже как бы стараюсь вам что-то рассказать. Мало что получается показать. Выстрелов мало, но все равно прошел, хочется рассказать. Что может быть в этом лесу, в тайге, там тоже хочется рассказать. Увидел там чернику, беру и рассказываю. Вот брусника. Она сочная, вкусная сейчас. Некоторые в южных регионах, кто живет, люди даже ни разу не попробовали еще вот эту ягоду. Я ем всю осень. Из брусники шанги вкусные получаются. Тесто делаете и сверху начинка брусника с чаем. Обожаю.
Сразу вспоминаю дедушку и бабушку. Каждое выходное пекли вот такое с пюрешкой, с брусникой. Рыбник. Это уже никогда не вернешь. Ну и никогда я не забуду своих бабушку и дедушку, которые меня угощали постоянно. Там много брусники. Давайте, как медведь, буду есть. Видите, какие? Дофига там. Сейчас наемся. За ветками, вижу за ветками. Есть. Долгожданчик, блин. Вот это да. Живой. Подранил. Но он упал, у него крыло задето, наверное. Но бежит шустро. Бежит шустро, ребят, надо догонять. Камнем упал. Но бегает. Это вот тут был он. А вон уже он. И ничего себе он бежит. Ой, блин. Ничего, ребята. Шурует нам. Не знаю, догоню или нет. Стрелять тоже. Не останавливается, вон бежит. Вот это да, шустряк, да, крыло задето. Сейчас устанет. Стоять, парень. Стоять, стоять, стоять. 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 Ну вот, очередной рябчик. Сам видели, почти на голову сел. Сразу не включил камеру там. Слышал, где-то он прилетел. И не отвечает ничего. Еще звук крыла услышал, а он уже вообще рядом, оказывается, был. И когда он начал лететь, я включил камеру и прям прилетел вот так. Я неподвижно сидел, чтобы было видно, как он сидит там, рассматривает меня. Вот. Но стрелял, и я вот сейчас смотрел, крыло задето, и как будто входное отверстие есть, а выход я не увидел. Или наоборот, входное я не увидел, а выход через крыло пошла пуля. Крыло разбито, и он еще бегает так шустро, что мама не горюй. Вот так и теряешь. Вот ты знаешь, стреляешь, он под ранком, ну, смотришь, где-то метров 100
улетел вот так. Низом пошел и ориентир взял 100 метров примерно. И идешь туда. А он так еще может там пробежит в какую-то сторону, что ты вот рассматриваешь определенную площадь. А рябчик может уже где-то шурует, хрен пойми сколько. Или глухарь, или любая птица. Так что подранков терять очень даже быстро. Вот и здесь я пока мешкал, там смотрю, уже, блядь, еле-еле он виден. Так быстро, шустро он бежит. Так что лучше, если... Но это тоже, как слышали звук, такой, гуп, он упал прям камнем. Но он живой. Вообще удивительно. Ну, нормально. Добыл. Хорошо. Идем дальше. Примерно еще мне 2 километра осталось топать. Уже не так далеко и начал уставать, если честно. Вот. Ну, еще есть такие вот... По ельнику сейчас буду идти. Есть еще надежда, что кого-то встречу. Так что, надеюсь, этот рябчик не последний. Идем дальше.